Каждый путешественник знает, что долгий путь начинается с первого шага. Для того, чтобы познакомиться с легендами Кавказа, нужно сделать тот самый первый шаг. Сюда можно добраться на самолете за 2 часа с небольшим, например, из Москвы. На поезде дорога займет примерно 30 часов. На машине чуть быстрее, но это если повезет с настроением сотрудников ГИБДД. Нам не повезло с настроением сотрудников ГИБДД. Салам алейкум. Здравствуйте. Нормально все? Все замечательно. Далеко? Снимаем кино про Кавказ. Сразу хочу вас предупредить, что везде идет аудио-видеосъемка. Вот. Нормально? Снимаем. Да, Чем-нибудь помочь надо? Нет, все хорошо, спасибо большое. Все нормально? Все замечательно. Пожалуйста, счастливой дороги. Всего доброго. Чай, кофе. Спасибо. Поедем. С вашего позволения. Самый крупный город Ингушетии – Назрань. Раньше он был столицей республики, пока не построили новую столицу – Магаз. А между этими городами располагаются Аланские ворота. Со смотровой площадки Аланских ворот открывается фантастический вид не только на горы, но и на солнечную долину, в которой, по преданию, находилась столица легендарного Аланского царства. Известные русским летописцам под именем Ясов, аланы несколько веков владели всем Северным Кавказом и отступили из этих долин только под ударами монгольских орд Чингисхана. Ингуши считают себя прямыми потомками и наследниками алан, поэтому новую свою столицу заложили на месте старой Аланской, разрушенной до основания временем и монголами. И название сохранили старое – Магаз, что в переводе означает «город солнца». У ингушей вообще с солнцем особое отношение. Оно светит им не только с неба, но и с флага, и с национального герба. Именно солярный знак – символ современной Ингушетии. Поэтому в этих краях расхожее выражение «солнечная республика» приобретает буквальный смысл. Наверное, именно поэтому зимы здесь мягкие, а летом бывает жарко даже по кавказским меркам. Столица Ингушетии очень молода, один из самых юных городов России и один из самых нарядных. Фонтаны перед президентским дворцом, целая сеть нарядных аллей и многочисленные памятники. Есть привычный Лермонтов. На Кавказе это часть обязательной культурной программы. А есть уникальный, первый в России памятник матери. Тоже дань кавказскому менталитету с его культом матерей. Есть памятники, возле которых обязательно нужно сфотографироваться. А есть памятники, возле которых нужно постоять, помолчать и подумать о своем, о вечном. Монумент обязывает, тем более, что надпись на нем, гласящая о том, что рай лежит под ногами наших матерей, дает информацию к размышлению очень богатую. Магаз – город маленький, и все дороги здесь ведут к башне Согласия. Вряд ли можно найти в Ингушетии другой символ национального достоинства, так плотно рассказывающий о своих создателях. Эти 100-метровые каменные стены символизируют заветы предков, любовь к родной земле и характер, который не пугается самых масштабных задач. Кстати, подняться на вершину этой башни – задача сама по себе непростая. Башня Согласия похожа на традиционные ингушские башни, которые мы уже видели в горах. Вот только она минимум в 3-4 раза их выше. Лифта нет, как и ступенек. Пандус широкий и длинный. Наверное, это самый длинный пандус в мире. 26 пролетов общей протяженностью 1700 метров. Время от времени здесь проходят соревнования, и люди пытаются забежать на скорость на смотровую площадку. Но я считаю, что турист должен ходить аккуратно и медленно, чтобы все успеть разглядеть. Тише идешь,
дальше уйдешь. Пойдешь на стекло вставать? Нет, А чё? боюсь. Да, это страшно. Вот сюрприз так сюрприз, а пол у 100-метровой площадки прозрачный. Это, наверное, чтобы я не забыл, на какой высоте нахожусь и проникся величием момента. Подтверждаю, проникся. Тем более, что вид с башни просто фантастический. Весь Магаз как на ладони. Спускаться будет гораздо легче. Это самое высокое здание в республике и самая высокая смотровая площадка на всем Северном Кавказе. Когда-то через эти места проходил великий шелковый путь из Китая в Европу, а сейчас проходит оживленная трасса М-29 «Кавказ» – настоящая транспортная артерия, проходящая вдоль всего Кавказского хребта от Краснодара до Баку. По неписанной традиции все экскурсионные маршруты в республике начинаются именно с этой точки – мемориал памяти и славы в республике. И в этом есть смысл. Если нужно кратко ознакомиться с историей Ингушетии, то лучше начать прямо здесь. Этот барельеф запечатлел клятву старейшин при вхождении в подданство Российской империи. Колоннада с мемориальными плитами в честь тружеников и героев. Оплетенные колючей проволокой 9 башен, символизирующие жертвы депортации. Военная техника. И последний защитник Брестской крепости – Умадгирей Барханоев. Но жемчужина всего комплекса, на наш взгляд, 3 бронзовых всадника на вздыбленных конях с шашками наголо. За окном автомобиля мелькают деревья и села. Названия мест, через которые предстоит сегодня проехать, в ушах туриста звучат несколько необычно. Абигуф, Карабулак, Арамхи и Джейрах. Джейрахский район самый южный, самый горный и самый важный в истории ингушского народа. Именно оттуда предки современных ингушей спустились на гостеприимную равнину, оставив в горах не только добрую славу о себе, но и уникальные сооружения, благодаря которым эта земля по праву зовется краем башен и легенд. Кстати, не забудьте прихватить паспорт, поскольку зона пограничная, то пускают туда строго по паспорту, а для иностранных граждан нужно делать пропуск заблаговременно.